переживается. Да, это несомненно, Максим очень переживает. Сегодня еще будут впереди представители бойцовского клуба «Ахмат». А у нас вот Джеронимо Мондрагон против Диона Старринга. Очень... Дион Старринг, возраст, вы уже слышали этот возраст уникального парня? Да, конечно. Ну вот опытный боец Дион Старринг, он встречался с многими известными бойцами, в том числе и с Даниэлем Кормье перед переходом того в UFC. Джеронимо Мондрагон также дрался с Джошем Барнеттом. Вот в крайнем своем поединке уступил Виталию Минакову, да, армбаром на руку. Вот, пожалуйста. Виталий Минаков уступил, мы помним этот бой в Дагестане, в Махачкале. И Виталий, кстати, на связи, всегда достойный наш друг, заслуженный мастер спорта, чемпион мира по самбо. И при этом еще и чемпион Беллатор в супертяжелом весе. Виталий тогда расправился с Мондрагоном очень красивым болевым приемом. Да. Кстати, вот Дион Старринг в крайнем поединке тоже последний победил Краниотакиса, тоже известного в России бойца. Ведет серию из 2 побед. Проигрывал также Олейнику Алексею, тоже мы знаем, боец UFC. Да, Дион Старринг по прозвищу Солдат. Да, знаете, что какие тяжелые удары у Мондрагона. Джеронимо дос Сантоса. Кстати, очень яркий финиш. Джеронимо Мондрагон, да? Мощь 130 килограммов веса, представляете? Да, из 36 побед 34 досрочно. Вот он близок сейчас. Очень близок. Да. Но и проигрыши также проигрывал 16-14 раз досрочно. То есть даже не закрыл. Ноги вот чисто физически превосходил, конечно, соперника. Замок ногами для того, чтобы растянуть как раз своего оппонента из Голландии. Солдата Дион Старринг. Здесь пассивная защита. Нет, все-таки пытается Дион Старринг каким-то образом ответить, для того, чтобы поединок не был остановлен. Конечно, 130 килограммов веса Джеронимо Мондрагона — это серьезное преимущество. Джеронимо занимался и бодибилдингом, и пауэрлифтингом. Это видно по нему. Кстати, вот очень мощный. Его пыталась подписать лидер, мировой промоушен, лидер UFC в какой-то момент, но из-за проблем со здоровьем этот переход не удался. Да, вы знаете, кстати, детали вот этих проблем со здоровьем, Исламбек? Ну, они озвучивались, да, были. Такого личного характера, наверное, можно сказать. Его лучше эти детали не озвучивать в СМИ, да? Да, я думаю, и в эфирах для наших зрителей, да. Но пожелаем здоровья, прежде всего, в этом случае спортсмену, тем более тот, который состязается и находит в себе не только физические силы, но и духовные, выходить в клетку. Да. Очень важно сражаться Джеронимо дос Сантос, да, по прозвищу Мондрагон. Кстати, тоже встречался и с Джуниором дос Сантосом, с прекрасным бойцом UFC, мы знаем. Ну, в общем, опытные ребята, и тот, и другой. Вот выкладывается. Очень тяжело Старрингу приходится, очень тяжело ветерану Старрингу. Но я уже вижу, как тяжело будет приходиться Джеронимо Мондрагону, если он не закончит этот бой в первом раунде. Потому что кормить воздухом такую мышечную массу, как говорится, это будет очень тяжело. Да, вы правы, конечно же. Здесь очень точно Асланбек. Дион Старринг, конечно, за счет опыта, знаете, выживает и терпит эти удары. Опытный воин он, конечно. Но так нельзя. Джеронимо что делает? Надо уходить. Мондрагон и сам может сейчас в ответ уже пропускать. Но здесь нет инерции нанесения удара с руки, когда у тебя нет вообще правильной постановки ног, либо нахождения сверху, то у тебя практически невозможно нанести разящий жесткий удар с руки. Продолжает. Потому что, я думаю, все уже знают о секрете нанесения удара кулаком, рукой. Это, прежде всего, энергия этого удара находится в стопе, в пятке, которая переходит в икроножную мышцу. Вот как раз от стопы идет инерция сокрушительного удара с руки. Икроножная мышца — первая мышца, которая запускает эту энергию дальше. И только, вы представляете, пройдет энергия по всему телу, практически она в конечной точке в кулаке образовывается. И да, смотрите, сейчас поднимает бойцов стойку. Поднимает стойку. Угол Диона Старринга, что пассивничает Джеронимо. Вот посмотрите, уже тяжело дышит дос Сантос, Джеронимо Мондрагон. И сейчас Джеронимо делает тейкдаун. Да, вот проход последних сил такое впечатление. Попытался в 2 ноги, получилось в 1, но и, естественно, все-таки скинул своего визави он на канвас.
Да, вот подходит к концу стартовый раунд этого поединка. Вероятно, да, не завершит он досрочно. Да, все-таки Дион Станинг, боец, который действительно дрался тоже с очень крутыми, с крутой оппозицией, так скажем. Да, Олейник, Корме, это Корме, это уровень невероятный. Чемпион UFC, победитель Гран-при Страйкфорс. Алексей Олейник, боец UFC, который еще не проиграл. Джеронимо затянул перерыв между раундами. Вылили много воды на него. Сейчас он где-то потянет время, чтобы восстановиться более глубоко. Да, потому что видно, хитрит немного. Да, конечно, это мы, кстати, с вами предвидели это по ходу первого раунда, что действительно бензин-то будет утрачен. И вот интересно, что будет теперь. Как себя поведет Дион Станинг. Побежал Джеронимо и сам пропустил коротко справа. Справа, да. И, смотрите, левое колено прилетело в область туловища от Диона Станинга. Солдата. Нельзя давать переводить себя в партер Диону Станингу. Его шанс здесь в стойке. Когда на тебя наваливается спортсмен 130 килограммов, это, наверное, очень тяжело. Причем это не просто тушка 130, а это мышечные волокна серьезные очень. Который, знаете, сейчас пытается Диона Станинга сейчас свалить. Дион максимально устойчив сейчас. Да. Уже и силы не те, конечно, у Джеронимо дос Сантоса, Мондрагона. В свое время, вы знаете, на турнире, который еще имел тогда место быть, он назывался World Series of Glory или Golden Glory, он еще тогда назывался. Сейчас мы знаем турнир Glory. Вот тогда были бои по ММА и К1 у Golden Glory. И Диону Станингу возможно было сделать бой с Русланом Магомедовым, но мы тогда выбрали Рика Родригеса, бывшего чемпиона UFC, и Руслан тогда расправился с ним в 3 раундах. А Дион Станинг был как один из вариантов. Да, интересный спортсмен, долгая история, вот такой правый через руку, такой тягучий. Это аж есть первый перевод, да, не удержал. А напомню, этот вариант поединка был лишь 5 лет назад, 2011 год, представляете? Да, много воды с тех пор утекло. Руслан Магомедов уже в UFC. Гордо представляет клуб Ахмат за океаном. Вот, как мы и предполагали, Джеронимо дос Сантос совсем устал. Очень устал и, перекрывшись, ждет, восстанавливается. Картинка поменялась. Да, кардинально поменялась. Его шанс был в первом раунде. Сейчас ему приходится бороться не только с соперником, но и со своей усталостью. Руки забиты уже. Вот сейчас мы можем уже говорить и о прошлом бодибилдера дос Сантоса. Здесь это, конечно, играет против него в данном случае. Справа, да. Такой вскользь удар. Не было-то ножа, конечно, в нем, но достаточно ощутимо. Вот здесь справа такой же с размаху, без школы, без техники, но очень опасно за счет 130 килограммов веса. Вот за счет этого можно таким ударом уронить, в принципе, любого. Да. Вот очень агрессивен Мондрагон в этом поединке. Особенно в стартовом раунде. Абзат Джандарович, как обычно, в своем репертуаре очень сильно болеет за бойцов. И вот сейчас он болеет за красивый бой. Посмотрите, как он поддерживает обоих спортсменов и заряжает их энергией. Да, в данном случае президент бойцовского клуба Ахмат Абузаид Бисмурадов, наверное, за то, чтобы бойцы показали зрелище. И мы его... есть левый. Разрез справа, навстречу попадает Джеронимо. Вот. И есть чистый тейкдаун с проходом. Хороший, силовой и своевременный тейкдаун. 2 ноги, взяв замок, он не дал шансов уйти. В этом случае срабатывает правило, когда не знаешь, что делать, проходи в ноги. Да, такой борцовский совет. Тут это сработало. Причем сработало так очень ярко и красочно. Надо признаться, Максим, я не думал, что Мондрагона хватит настолько. Видимо, очень сильно хорошо подготовлен к этому поединку, к этому турниру, к старту Гран-при в супертяжелом весе. Мы видим, что продолжает он, да, но видно, устал, конечно, есть определенная усталость, но продолжает. Я думаю, что вот это, значит, знаете, показатель выносливости определенный, я думаю, что все-таки дополняет определенная фармакологическая поддержка его. Ну да. Потому что пока еще, давайте об этом объективно озвучим, пока еще в Лиге Ахмат
не принято решение об официальном допинг-контроле. Да, да, есть такое. Нужно озвучить официально, точно. Пока нет официального допинг-контроля. Я уверен, что Лига к этому придет в ближайшее время. Да, я тоже уверен в этом. Потому что Олег Ахмат движется в правильном направлении. И справа, да, справа пропускает. Справа есть и сам вот такой немного. корявенький, с левой немного. Левый сбоку Старинг сам выбрасывает. Здесь уже без мощей в ударах, поэтому можно толкать, они друг друга толкают. И их весовых возможностей больших достаточно. Вот здесь справа, видите, попадает точно под народом. И слева еще раз. Отвечает Джеронимо такими короткими ударами. Забились руки, конечно, у него. Пытается опять пройти в ноги и осуществить тейкдаун. Прям серийно он это делает. И сейчас Джеронимо будет восстанавливаться. Так же, как и Дион Старинг. Клетку. Эти парни, естественно, поддерживают себя медицинскими определенными препаратами. Да, ну и вот заключительный третий раунд в этом поединке. Первые два, вероятно, остались за бойцом из Бразилии. Особенно в первом он был убедительным в стартовом раунде. Вот Диону Старингу надо, конечно, идти в банк, если он рассчитывает победить, если он рассчитывает пройти в дальнейший этап, следующий этап. Смотрите, что делает Мондрагон. Левый мидл-кик, но в локте. Удивительный парень. Лоу-кик пропускает точный от Диона Старинга. Кстати, Дион Старинг представляет клуб Майк Джим. Тренируется у Биг Майка в Амстердаме. Да, очень знаменитый тренер. Тренер большой Майк Пасинье, да? Да, Майк Пасинье. У тренера очень... Вот здесь справа пропускает Дион Старинг, но опять же без мощи. 130 килограмм прилетел слева тоже прошел. Нет, левый был рядом с целью. Да. Возвращаясь к Майку Пасинье, к этому большому, очень узнаваемому, серьезному тренеру. Конечно, один из ярких его учеников, Бадр Хари, тоже является членом клуба Ахмат. Причем один из ярких бойцов Ахмат, и мы помним его бой с Лонгом. Потрясающий поединок, я вам скажу. Я уверен, что этот бой посмотрел уже более нескольких миллионов зрителей посредством Северной паутины, потому что на тот момент, когда я наблюдал, здесь справа, слева, есть точное попадание. И есть тейкдаун очередной страны Джеронимо дос Сантоса Мондрагона. Да, вот все-таки каким-то образом сохранил силы бразильский боец для продолжения, для доминирования, я бы сказал, в этом поединке. И вот уже третий раунд он работает в своей манере, не спеша, методично переводит партер, добивает. Если не получается переводить, работает в стойке, в клинче. Асламбек, я уверен, Джеронимо вас удивил, потому что вы еще в первом раунде высказались, вероятнее всего, что не хватит этого парня. Смотрите, что он делает. Да, вот этот спорт, который он совершил в первом раунде, я думал, он отнимет у него все силы. И мне казалось, что он идет в банк. Или пан, или пропал, как говорится. Добью. Аплодируют зрители в Колизее. Достойны бойцы, чтобы им аплодировали. Два настоящих воина, возрастных воина. Со скачка в грудь попадает левой рукой Дион Старинг. Совсем обессилил тоже Дион Старинг. Вот справа с двойку пропускает. Руки совсем опустились у голландского бойца. Вот левый на скачке. Левый сбоку попадает. Да. И есть право навстречу. Болтается уже Дион Старинг на коротке. Заболтался буквально доли секунды. Пропустил точно подворот. Да. Есть обмен. Колено от Мондрагона. Колено Дион Старинг. От Диона Старинга. Удивительный парень. Парень его трудно уже назвать. Удивительный мужчина. В расцвете сил. Ветеранище. И знаете, что происходит? Опять то правило, не знает, что делает, проходив ноги, делает в течение всего боя дос Сантос Джеронимо. Нет даже сил, конечно, у Диона Старинга, чтобы попытаться провести этот прием. Да, удивительные бойцы, конечно. Как
вы думаете, за счет чего? Мне кажется, Максим, вы уже озвучили, да? Все-таки вы также, да, согласны с этим? Ну, отчасти, да, естественно, они работают, они прикладывают много усилий, но эта работа, она должна быть подпитана определенным, да, способом, определенными нюансами, да. И вот обходит гард Мондрагон, занимает боковую позицию. Положение, которое пытается включить руку, да, чтобы более комфортно проводить добивание, но не дает руку Дион Старринг. Сайд-маунт. И здесь можно это многое, чтобы Американы сделать сабмишн. Обратный залом руки. Да, как вы считаете, армлок термин правильный будет в этом соотношении? Вот мы вчера разговаривали с Элли, как раз тренером по грэпплингу. У нас есть счет на тему терминологии в грэпплинге, в БЖЖ, именно в разрезе смешных единоборств. Армлок, как вы считаете? Вот есть армбар, это как раз рычаг локтя. А вот армлок — это уже обратное состояние и положение локтя, когда ты его также закрываешь в замок. Ну да, я думаю, что это применимо, да. Американо, да. Термин уже тоже используется часто, или как Кимура, да? Прижившийся уже термин, да. Да, или Кимура мы с вами также да, то есть это в другую сторону, узел локтя. Узел локтя, да. Или здесь в большей степени армлок, это как раз лок-замок, замок руки или локтя, сустава. Вот здесь справа, помните? Он остановил вот этот натиск, какой-то такой эмоциональный со стороны Диона Старринга. Вот этим точным попаданием справа он приостановил буквально на долю секунды и даже болтанул этим ударом Диона. Ну, Дион, конечно, удивительный парень. Верит в свою победу Дион Старринг. Приехал из Голландии. Воин, который еще дрался в свое время с очень узнаваемыми бойцами. В этом бою победу одержал большинством голосов. Majority decision. Соответственно, двое из трех судей, представителей судейского корпуса, из трех